Все самое важное и интересное за эту неделю. 38 семей в администрации выдали свидетельства на жилищные выплаты. Работа началась в Ухте, волонтеров объединяет один центр. «Развиваемся, играя». Центр соцпомощи семье и детям набирает группу «Позитив». Программа и желающие в нее вступить. В паспортном столе обсудили вопросы гражданства и бенгальская тигрица в буревестнике. Чемпионка Олимпиады встретилась с гимнастками Коми. Подробности прямо сейчас. В администрации прошло торжественное награждение молодых семей свидетельствами на социальную выплату, которую можно потратить на приобретение жилья, строительство или погашение долга по займу на квартиру. Самая минимальная выданная сумма в этом году – 584 тысячи рублей. Максимальная – 1 752 000. В расчете сумма должна покрыть от 30 до 35% стоимости жилья. Для многих молодых семей это, несомненно, подспорье и хорошая альтернатива многолетней ипотеке. Выдал заветные документы собравшимся мэр Ухты, объяснив важность программы не только для получателей, но и для самого муниципалитета. Здесь в Ухте, чтобы рожали детей, чтобы дети росли, чтобы эти дети тоже оставались у нас в Ухте, а для этого, чтобы они были и им было комфортно, мы сделаем все для того, чтобы город наш стал действительно привлекательным. В 2020-м на начало лета 165 семей стали потенциальными участниками программы. Повезло 38. Тем, кто встали на учет как нуждающиеся в улучшении условий проживания до 1 марта 2005 года, а также многодетные. В этот раз таких было 9. У меня 3 деток, девочке 10 лет, мальчикам 2 года и 4 года. Планируем приобретать квартиру, улучшать жилищные условия. Сейчас на данный момент на съемной квартире. Сертификат ждали мы год. На сумму 1 миллион 168 297 рублей. Семья Натальи совсем скоро начнет поиск нового семейного гнезда. Младшие птенцы принесли родителям и материнский капитал, так что в квартиру вложат средства из разных программ. Новую жилплощадь необходимо найти максимум за 7 месяцев. Именно таков срок действия свидетельств. В Ухте свою активную работу начал волонтерский центр. Задача новой структуры, которая базируется в Доме молодежи и работает при поддержке Управления образования и культуры, объединить все добровольческие структуры города. Как показывает практика последних лет, волонтерская деятельность становится все более популярной. По сегодняшним данным, это порядка 10 крупных волонтерских организаций, в них входит около 700 человек. Но руководитель Центра добровольцев отмечает, что, скорее всего, желающих на безвозмездной основе помочь ближним намного больше. Их-то и хотят привлечь в центр. Также у нового объединения есть и другие цели. Нужно наладить взаимодействие между волонтерскими объединениями города. Да, оно есть, безусловно, но я уверена, что не все волонтерские объединения вообще взаимодействуют друг с другом. А это ведь неплохая площадка для сотрудничества. То есть, грубо говоря, на каждом мероприятии, например, нужен медик. И, например, волонтеры-медики могли бы, сотрудничая с другими волонтерскими объединениями, либо с другими организациями города, они могли бы продвигать своих ребят также волонтерами-медиками на мероприятия. Если говорить так примерно. Помимо этого, Центр добровольчества готов оказывать и поддержку волонтерам, дать площадку для организационных мероприятий, помочь с написанием грантов или поиском спонсорской поддержки. Но самое главное для Центра – располагать большим количеством неравнодушных людей, которых можно задействовать в крупных общегородских мероприятиях. Бывалые волонтеры, например, из Ухтинского университета, отмечают, новый центр – это новые возможности, новые знакомства и новый вид деятельности. Конечно, если ты занимаешься одним из видов добровольчества, то, возможно, тебе могут быть интересны и другие сферы и направления, где ты можешь также развиваться, как-то получать новый опыт, знакомства, возможности какие-то и вообще отлично проводить время.
Руководитель центра, в свою очередь, отмечает, что очень ждет в состав центра волонтеров с предприятий, а также так называемых серебряных волонтеров. Это добровольцы-пенсионеры, которые могли бы стать не только волонтерской единицей, но и делиться опытом с молодыми. К сожалению, пока в Ухте нет серебряного волонтерского объединения. Но работа уже идет. Теперь же центр разрабатывает структуру работы, а также готовит план мероприятий. Например, летом хотят провести волонтерский фестиваль. Современное общество столкнулось с проблемой цифровизации общения. Особенно губительно это сказывается на детях. Современная малышня больше не бегает во дворе, предпочитая гаджеты. Решать этот вопрос взялся Центр социальной помощи семье и детям в Ухте, организуя в каникулы группу «Позитив». Она существует уже не первый год для ребят младшего школьного возраста, от 7 до 10 лет, но раз от разу становится все более актуальной. Досуг для детей организуют в течение 5 дней по 3 часа. Формат знакомый, но от остальных площадок эта группа отличается ежедневными занятиями психологической направленности. С ребятами работают квалифицированные психологи и специалисты по социальной работе. Значит, психологический блок состоит из того, что с ребятами проводятся тренинги, направленные на профилактику агрессивного поведения и формирование коммуникативных навыков. Также проводятся развивающие игры с детьми. Важно, у большинства детей нарушена социальная адаптация именно потому, что они не умеют общаться. Живое общение у них отсутствует. То есть они действительно пропадают за гаджетами, за компьютерами. У них только в сети общение происходит. А здесь им очень нравится, потому что реально живое общение. Они учатся налаживать контакты, избегать конфликтные ситуации. Также для ребят организуют и развлекательный досуг. Это выходы в музеи и кинотеатр Дворца культуры, походы в пожарную часть, а также игры в боулинге и лазертаг. Все это совершенно бесплатно. В период весенних каникул будут набраны 2 группы с 15 и 26 марта. Каждая из них по 15 человек. Также организаторы отмечают, что если конкретному ребенку нужна будет дополнительная психологическая реабилитация, специалисты будут работать с ним в индивидуальном порядке. В начале и конце 5-дневной программы проводится мониторинг эмоционального состояния детей. Как правило, в конце он показывает положительную динамику. Ребята приобретают новых друзей и заряжаются позитивными эмоциями. Для дополнительной информации по программе вы можете обратиться по телефону 76 49 92. В Ухте не первый год остро стоит нехватка кадров в образовательных учреждениях. Депутат Ухтинского совета и представитель молодежного совета решили заняться этим вопросом, предложив привлечь молодые кадры из-за пределов страны. Часто этот процесс затягивается из-за длительного оформления гражданства. Поэтому проблему обсудили в отделе по вопросам миграции. Основная задача – обеспечить получение документа в упрощенном порядке. На данный момент у нас есть 4 обращения, 4 контакта от педагогов, проживающих в Республике Казахстан, 2 студентки заканчивающие и 2 практикующих педагога, которые изъявили желание приехать сюда. Но, опять же, основной момент – это гражданство. К слову, педагоги из Казахстана уже полностью готовы для работы в русской школе, переподготовка им не понадобится. У нас единое образовательное пространство, там же сейчас у нас таможенный союз, единое экономическое пространство, в том числе в образовательной сфере тоже такое существует. В Ухте уже, почему мы этот вопрос подняли сейчас именно, в Ухте уже есть педагоги, которые прошли там обучение, ну то есть проживали там, окончили педагогические вузы, приехали сюда и с успехом справляются. Чтобы желающие приступить к работе в России смогли сделать это как можно быстрее, существует специальная программа переселения соотечественников, например, людей, у которых в нашей стране живут родственники. При ее использовании иностранные граждане могут получить российское гражданство минимум за 3 месяца. В стандартной же ситуации процесс может длиться год. Но программа закончила свое действие в конце 2020-го, новую только готовят к запуску. Следующая государственная программа оказания содействия добровольному переселению в Республику Коми соотечественников, проживающих за рубежом, разработана на 2020-2025 годы. Данная программа направлена на согласование была в МВД
она была направлена еще 12 ноября 2020 года. В настоящее время проект согласован Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Министерством здравоохранения Российской Федерации, но дорабатываться с учетом замечаний Министерства науки. То есть данный проект. Также в Ухте можно получить и разрешение на временное проживание, но оно квотировано. В этом году в целом 200 квот на весь регион. Как правило, в Ухте получить эту квоту хотят иностранные студенты, выпускники УГТУ. 5 из них уже сейчас ждут своего разрешения. Отдел по вопросам миграции, в свою очередь, отмечает, что поддерживает инициативу молодежи остаться и работать в нашей стране, а также ориентирован на то, чтобы люди приезжали сюда на постоянное место жительства, получая гражданство России. Отметим, в новой программе переселения соотечественников будет заложена и материальная поддержка, например, на транспортные расходы при переезде. Ухту посетила чемпионка Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Маргарита Мамун. Спортсменка приехала вместе с супругом, ухтинцем Александром Сухоруковым, чтобы поддержать живущую в Ухте подругу тренера по художественной гимнастике. 2 года назад Ирина Завьялова начала тренировать в Ухте детей. В этом году решила организовать соревнования. К сожалению, турнир не получил официального статуса, но его все же решила посетить много юных спортсменок из Коми. К нам приезжает вся республика почти. Это Воркута, Усинск, Сыктывкар и вот Ухта. Мы будем бороться за, показать уровень мастерства наших деток. Всего принимает участие 280 участников в личном первенстве и 21 команда групповых. Сама Ирина раньше занималась у главного тренера России по художественной гимнастике Ирины Виннер-Усмановой. С приездом Завьяловой в нашем северном городе возродилась художественная гимнастика. Соревнования по этому виду спорта не проходили тут уже 20 лет. Поддержали коллеги из Сыктывкара, а также УГТУ, предоставив площадку в спорткомплексе «Буревестник». Перед первым соревновательным днем организатор турнира подарила прекрасный подарок юным коми-гимнасткам. Пригласила свою подругу Маргариту Мамун для мастер-классов, в течение которых бенгальская тигрица, как называют спортсменку ее фанаты, поделилась с начинающими гимнастками тонкостями работы. После этого у девочек была возможность задать Маргарите Мамун свои вопросы. Например, как она относилась к съемкам документального фильма перед Олимпиадой. Но на самом деле я не знаю, согласилась бы ли я сейчас на это, потому что это оказалось очень тяжелым испытанием, несмотря на то, что мы готовились к Олимпиаде. Это дополнительные были нагрузки, потому что это очень сильно напрягало. Они часто мешали, часто я не хотела, чтобы они снимали, там, меня ругают, микрофон вот так вот из-за спины лезет, потому что, это их нюансы. Но я очень рада, что теперь у меня такая память. Не о каждом могут снять документальный фильм и ехать за тобой по пятам почти что 3 года. Это здорово, это классная память. После мастер-класса и беседы с детьми Маргарита оценила подготовку спортсменок из Коми. Сейчас она не занимается профессиональной гимнастикой как действующая спортсменка и не тренирует, но проводит такие занятия, мастер-классы с юными гимнастками. Отмечаю, что несмотря на отдаленность от центра, потенциал у наших есть. Есть талантливые девочки, они прямо выделяются очень среди других. Выделила бы прям несколько человек, которые глаза горят, подбегают, спрашивают: Маргарита так, а Маргарита так, исправьте. И у них много чего получается. Среди малышей тоже есть много перспективных детей. Поэтому, конечно, если в общей массе, конечно, немного детки отстают, но данные хорошие. Но это, конечно, работа тренеров. Работа тренера – это очень сложная работа. Сейчас я это очень сильно понимаю. Всего в предсоревновательный день Маргарита провела 2 класса с младшими и старшими гимнастками. В субботу они выйдут на ковер, чтобы продемонстрировать свои способности перед жюри. На соревнования можно будет посмотреть с трибун, посещение бесплатно, но только в масках и при заполненности зрительских мест на 50%. Старт 6 марта в 9:00, 7 марта с 8:30 до 17:40.